Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить об удивительной технике. Техника называется мокрое валяние шерсти. Из этой шерсти получаются изумительной красоты вещи. Вещи совершенно разные для, допустим, интерьера, для одежды. И все это можно сделать своими руками из шерсти. Друзья, вот у меня в руках вот такая прекрасная вещь. Это, ну, может быть, цветок, да, какой-то вот для украшения головного убора, может быть, или для украшения интерьера. С этой удивительной техникой нас познакомит сегодня педагог дополнительного образования Дворца детского творчества Наталья Захарова. Наталья Николаевна, здравствуйте. Валяние существует давным-давно, а в Якутии стали недавно только заниматься. Да? Вот приехали мастера из Москвы и в 2000-х годах учили этому делу. А вот еще я смотрю, у вас из инструментов, вот как вы сказали, пульверизатор нам нужен, хозяйственное мыло, ну или вообще любое мыло, да? Или все-таки хозяйственное мыло без лучше? всяких А водичка, она должна быть какая, тепленькая? Ну, или... комнатной температуры или тепленькая. Хорошо. Ну что, начнем? Начнем. Сегодня мы что будем валять? Вот такую вот, как сказать, ну, брошь, да? Да, брошку. Вот в валянии можно использовать разные ткани, натуральные. ХБшные ткани, шелковые ткани, марлю, вискозу. Вискоза делается из дерева. Это тоже такое волокно, полученное искусственным путем, но оно делается из дерева. То есть и валять можно вот из таких волокон? Да, из натуральных волокон. Очень много разных бывают эти То есть волокна. это и шерсть, да, чистая? Ну, это как декор. А вот для декора можно использовать шерсть, ну, в смысле волокно какое-то вот другое по структуре. Так, давайте я вам сейчас дам вот белого цвета. Что я должна сделать? Мы шерсть ножницами не режем, мы просто вот так отрываем. Вот половинку вам даю. Это совсем безопасно. Безопасно. Никаких острых предметов. Дети даже могут валять, маленькие дети. Разделяем на две части. Так, разделяем вот это так. Вот на станке специально делали ленту, шерстяную ленту. Так, будем работать целлофановым мешочком с помощью, чтобы катышков не было. Так, на пупырчатом целлофане давайте сделаем круг. Аккуратненько вот с хвостика вытягиваем. Вот так. Ага, вот аккуратненько. И ложим, как солнышко. Вот так ложите. Как подсолнух, как солнышко ложим. Тонко-тонко. Теперь ложим горизонтально. Мы вертикально положили, да? Аккуратненько с хвостика, вот где вот тонкая часть, мы аккуратненько вот так ложим. Теперь закрываем сеткой. Ну, сетка обычная, вот тюль. Подходит советская тюль одним слоем. Одним слоем? Одним слоем закрывайте. Чтобы волокна аккуратно лежали через сетку, сначала через сетку должны работать. Так, пульверизатором опрыскиваем. Давайте-ка опрыскивайте по всей поверхности. По кругу. Именно по кругу. Вот. Щедро поливаем. Все. Теперь берете целлофановый пакетик свой, возьмите. И берете хозяйственное мыло. Очень простое мыло подходит. Так. Ага. И в руке вот так мылом на целлофан. И сразу положите мыло и намыливайте, чуть-чуть придавите и делайте вот такие движения двумя руками. Работает обе руки. Вот так. Сетка, она как бы защищает шерсть от механического. Ну, смотрите, она приклеилась. Ага, но постепенно вот так аккуратненько нужно отделить от сетки. И аккуратненько. Аккуратненько, и вот у нас что получилось. У нас получилась шерсть вот такой вот кругляшок. Плоский, как тарелочка. Блин из шерсти. Да. Теперь ложим вискозу, попробуйте. Так, мы будем делать один цветок, одинаковый, то есть, так, ложите вот такие пряди вискозы.
И эта ткань дышит. И Шерстяная, да? даже не жарко. Потому что она очень экологичная, натуральная, и человек не потеет. Здорово. Такие нунафелтинг называется. Мгм. Так, теперь возьмем другой цвет. Можно розовый, да? Мгм. Вот я за вами не поспеваю. Конечно, у вас прям видно, что вы занимаетесь этим делом очень давно. Мгм. Детей Практики у вас тоже очень учим. Мальчикам, много. кстати, очень нравится. Они мамам своим делают подарочки. Да, вы что? Да, новогодние игрушки делали, брошки делали. Мамам Мальчики. нравится? Нравится, конечно. Так, в разном положении вот так можете положить, вот используя вот эти. Мгм. Они Я вот немножко... никак не могу закончить этот процесс. В смысле, вот так, да, или ну вот так, да? Мгм. И точно Вот так так же. отрываете. Мгм. Все. И точно так же выдергиваю, да? Можно целыми такими прядями положить. Точно так же по центру, как цветочек, да, выкладываю, как лепестки у цветка. Вот как вы сделали. Но я за вами все повторяю. Так, то есть у нас первый слой был из белой шерсти, потом мы взяли вискозное полотно голубого цвета и сверху вискозное полотно розового цвета. Пыльные розы. Пыльная роза, это какой-то очень модный цвет. Как ваша блузка. Да, пыльная роза, я вообще вся в тренде, оказывается. Так, и вот так вот. Ага, теперь тоже берем тюль и аккуратненько. Ну, тюль найдется в любом доме. Да. Вот так Не кладем. выкидывайте советские тюли. Она Почему? очень хорошего качества. Качество хорошего. Так, все на даче. И опять Да, опять намыливайте. намыливаем мыльцем. И опять Аккуратненько. Чуть-чуть приминаем. придавите. Ага. И руками, механическими движениями делаем поглаживание. поглаживание, легкое поглаживание. Вот уже все. Здорово. Смотрите, у вас тоже У меня тоже получилось. Вот, по-другому, да? вот что у нас Теперь мы вот эту нашу валенку чуть-чуть убираем излишки воды и аккуратненько вот так, такими движениями, двумя руками. Так, теперь делаем вот такие движения. С двух сторон вот так делаем надрез. И с этой стороны 2 надреза, получится 6 частей. И края тоже обрабатываем. Вот мы когда отрезали ножницами, здесь тоже надо тереть об пупырку. Так, теперь лепесточки вот так аккуратненько тяните. Вытягиваем. У меня получились не очень-то, как бы, видите, как вот какие-то пошире, какие-то потолще. Можно растянуть. Растянуть можно. Вот такие остатки не выбрасываем. И делаем сердцевину цветка. Прям все-все-все собрать все нужно, да? собрать. Вот еще кусочек. Вот. У нас как бы в валянии никто ничего не выбрасывает, потому что это стопроцентная шерсть. Она пригодится в разных фактурах. Разные, как аппликации можем делать, да? Чуть-чуть можно добавить шерсти. И обернем шерсть и аккуратненько тоже с мылом. Так, посередине ложите вот этот маленький цветок. У нас бы как бы придуманный цветок, да, получился? Вот. Вот так. Потом вы домой придете, когда она высыхает, ее положите в стаканчик, чтобы вот образовалась вот такая То есть в стаканчик фигура. вот так вот поставлю, да? Да. То есть, чтобы примерно получилось у нас вот такие, вот такая вот, такой большой размер. вот такой цветочек. Ну, иголка должна быть такая очень, как сказать, толстенькая, достаточно, чтобы проткнуть толстые эти нужен части.
наперсток. Наперсток нужен. Без наперстка, друзья мои, тут Ну, делать. войлок мокрый, из-за этого Ага, плохо. плохо идет. А вообще это как бы в сухом виде уже, как бы, да? Да, Мгм, декор уже можно создать по-разному. мгм. Чисто из бусинок тоже. Это я вам показала, чтобы вы не выбрасывали остатки шерсти. Мгм. То есть их можно тоже Использовали. использовать. Ой, теперь не поймать, да? Мгм. Вот так аккуратненько. Вот. Ну все, дорогие друзья, вот у нас и получился цветок, очень красивый, Да. Чуть-чуть вот так формируем. очень нежный цветочек. Такой. Мгм. Вот. Вот что у нас получилось. Красота? Это как ознакомление, да? Что Мгм. такое войлок? Мгм. Дорогие друзья, вот что можно выполнить из шерсти и разных фактур. Вот такой чудесный цветок. Его можно использовать как брошь, например, для платья или для шляпки. А можно использовать просто дома где-то как декор на подушку, На например, сумочки на можно. сумочку. Друзья, в общем, валяйте, это очень интересно, и шерсть это ну просто невероятно. И вот смотрите, из кусков какой-то шерсти у нас получилось вот такое вот чудо. Пробуйте. Дорогие друзья, сегодня мы будем заниматься шитьем детской панамки, зимней панамки. Это очень хорошая вещь, которая пригодится вашим деткам вот именно в этот период, маленьким детям. Поможет нам в этом деле наша мастер Мария. Мы у нее в гостях в ее студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария, скажите, какую вещь мы будем шить? Вот как Сегодня она мы будет будем выглядеть? шить теплую панамку. Насколько она сложная или проста? Как бы? Нет, ну, для построения этой панамки нам потребуется только одна мерка. Мгм. Это обхват головы. И все. Обхват головы ребенка. Все. Мы сегодня сошьем панамку на 3 года. Это получается обхват головы 50 сантиметров. Для этой панамки нам потребуется 5 деталей. Тулья 2 штуки и поля 2 штуки. Ну вот такая шляпка. И ткань какую мы используем? Сегодня мы будем шить из такой стежки Угу. с Красиво. синтефоном. Так. И на подклад будем использовать хлопок. Для построения выкройки мы сначала сделаем прямоугольник. Это для того, чтобы сделать тулья, Угу. нам надо определить высоту тульев. Так, сколько будет высота? Ну, мы сделаем 8 сантиметров. Я поделила листочек на 2. И высота тульев 8 сантиметров. Тулья получились. Да. Получается, из основной ткани мы кроим 2 детали. И из подклада тоже 2 детали тульев. Для того, чтобы сделать донышко, нам надо измерить длину верхней части тульев. Тут у меня 11 сантиметров. Нам надо умножить эти 11 сантиметров на 2, так как у меня бумага сложена в 2 слоя. Это мы получили радиус нашего донышка. Угу. Теперь измеряем линию 7 сантиметров Угу. и делаем круг. Со всех сторон по 7 сантиметров. То есть вот такая как бы схема, это она как бы и на взрослую, да, Да. шляпку? Можно сшить взрослую панамку, летнюю панамку. Ну и вообще Нам- шапку какую-то, да? Нам опять же понадобится только мерка обхвата головы. Мгм. Вот, ну, так сделаем круг, и у нас получится донышко. Потом делаем поля. Для этого мы измеряем нижнюю часть тульев. Тоже ставим На ребро. на ребро и меряем. Тут у нас 12,5 сантиметров. Умножаем на 2, получаем 25 сантиметров.
Делаем опять же прямоугольник, Мгм. 25 сантиметров. И высоту тульев тоже определяете сами. Мы сделаем 5 сантиметров. И делим этот прямоугольник на 8 частей. Мгм. Так, нужен калькулятор. 25 делим на 8, получаем 3,1 сантиметр. Ну, примерно 2. 3 целых и вот. Конструирование — это самая такая сложная часть, да, в Мгм. шитье. Теперь нам надо положить вот так, и тут отложим по 1 сантиметру с каждой стороны. То есть вот так вот как бы Расправляем. веером разложить, и примерно расстояние между 1 каждым сантиметр. надрезом нашим это 1 И с сантиметр. краю нам надо добавить 5 сантиметров. 5? Ой, 5 миллиметров. 5 миллиметров. Ага. Я вот смотрю, там негде было. 5 5 миллиметров. миллиметров. И получаем вот такую выкройку. Мгм. Это наши поля. Мгм. Так. Вот у нас получились поля. Вот поля. Мгм. 4 детали Мгм. с основной ткани, из основной ткани. И 2 детали тульев. Мгм. Из основной ткани 2 детали. Подкладка 2 детали тоже. Донышко 1 деталь из основной ткани и 1 деталь от подклада. Мгм. Мы сегодня сошьем панамку с ушками, чтобы ушки не мерзли. Ушки сделала на глаз. И получается у нас очень такая красивая, да? Ткань такая очень легкая, красивая, она теплая, да? С синтепоном. А Как верх раз это на вот такую погоду. балоне, да, или как вот курточки балоневые? Это вы сами пристегали, да, или она Нет, сама нет, по себе это такая готовая ткань. ткань? Давно когда-то в Якутии покупали. Скачали поля, Ага. потом переходим к тульям тоже. Соединяем. Лицевую Вот. сторону с лицевой. То есть мы все вырезали именно по той выкройке, которую вы вот сконструировали. На 3 годика, и объем головы 50, да? у ребенка? Ну, для взрослой панамки, конечно, вот эти тулья, они должны быть побольше, да? Да. Длины? Поля. Поля должны быть. Тулья от 9 сантиметров. Это взрослым, да? А ребятишкам поменьше чуть-чуть. Поменьше, ага. 7-8 сантиметров. И наши швы нам надо разутюжить в стороны. И вот вы шьете уже, получается, 5 лет, да? А первое время было вообще трудно? Трудно. Трудно, да? Ну, А потом от потихонечку вы незнания. втянулись как-то, да? Теперь нам надо соединить поля лицом к лицу. 4 детали. Ну, уже получается 2. То есть у нас, получается, поля Пошить. будут сверху и снизу. Это должно из быть основной да. ткани. И вы, да, скалываете именно в местах прохождения шва, да? Ага. И у нас все должно как бы соединиться.
Теперь донышки будем, да, Мгм, пришивать? соединить. Это у нас получились уже вот поля, Поля, да, тулья? ага. Мгм. На туле обязательно находим центр. Мгм. А как мы нашли центр? Вот тут швы. По бокам будут Мгм, швы, в ага. 4 Мгм. И здесь то же части. самое, да? Мгм. А это верхняя часть. Донышко тоже Мгм. делим на 4 части. А сколько по времени занимает вот изготовление, шитье одной панамки? Ну, максимум, наверное, часа 2-1,5. Одна панамка, да? Мгм. Мгм. Скрепляем, да? Мгм, булавками. Там, где мы отметили, да? Ага. Вот. Если мы все правильно скроили, то есть у нас все детали должны быть прям вот Мгм, впритык, да? совпасть, ага. Прям, как говорится, ну, все должно быть ровно-ровно. Мгм. Стык, Поэтому стык. припуски делаем ровно на 1 Припуски сантиметр. на 1 сантиметр ровно, да? Мгм. Но это очень важно, конечно. Ну вот детская одежда именно хороша тем, что, во-первых, там расход небольшой, да? Мгм. Вот. Из Но зато, остатков можно мгм. шить. Но зато все-таки детская, вот она, видите, маленькая такая Мгм. шапочка получается. И как-то вот надо. Те, кто привык там к каким-то таким масштабным каким-то вещам, да, Мгм. наверное, трудно. Поэтому наверняка как-то специализация, кто-то конкретно на детской одежде, да, Мгм. специализируется. Ну, все-таки привычка должна быть. Делаем закрепку и пришиваем. Закрепку обязательно, да? И не забываем убирать булавки, так как Мгм. игла машины может Иначе мы сломаться. испортим машинку Мгм. нашу. А интересно, вот иглы у машинки вот у этой, через какой период их нужно заменять? Иглы, Мгм. это зависит от ткани. А Ну, какие? на каждую ткань отдельные специальные. Для шелка одна, да? Мгм. игла? Мгм. Это от головки иглы зависит. Мгм. Для Для трикотажа. трикотажа своя иглочка. Нужно себя приучить, что не надо как бы про запас что-то брать, да? Вот как конкретно сказано по выкройке, Мгм. ровно-ровно по сантиметрам мы должны все это вырезать, так ведь, да? Ага, на панамку в среднем уходит 50 сантиметров ткани. Мгм. А ширина какая у ткани? Если ширина ткани 1,5 метра. Если взрослая панамка с ушками, то ткани много понадобится. Расход ткани чуть побольше, да? Мгм. Это зависит от длины, от ширины ушек. Мгм. Покажу. Это вы ей же делаете, да, эту Мгм. шляпку? Девочки. Золотой девочки. Как зовут девочку? Олеся. Олеся. Имя такое редкое, Мгм. красивое. Единственная внучка с 2 сторон. М. Так, вот у нас получилось. Вывернули, и у нас получается такая панамка. Ой, какая прелесть. Вот для маленькой девочки Олеси получилась вот такая чудесная панамочка. Прелесть. Ой, красота. Мгм. Дорогие друзья, вот такая чудесная панамка, очень красивая, золотая панамочка. Она с ушками, она такая миленькая. Посмотрите, что внутри у нас. Как мы убедились, делать это очень просто.
составить выкройку, скроить и сшить, это займет, ну как вы сказали, Мария, где-то примерно 1,5-2 часа. 1,5-2 часа вашего времени. И посмотрите, какая чудесная вещь получится. Пробуем?